Züleyxa, gözlərin aşandan oңашын siz үзегезчә анализладыгызмы? Нәрсәгә шулай килеп чыкты ул кинәт кенә? Рус телендә язучылар тагын күп алар. Мәскәүдә дә бар, Казанда да бар. Нәкъ менә сез беренче романыңыз белән популяр булдыгыз. Моны үзегез ничек итеп аңлатасыз? Ну, я, конечно, не ожидала такого успеха, и я ему очень-очень рада. Да, я думала о том, почему так случилось. Наверное, мне кажется, в первую очередь людям интересна человеческая история, которая рассказана, потому что для меня вот эта вот история женщины, она была важнее даже в какой-то мере, чем весь политический слой, описанный в романе. Поэтому, может быть, человеческая линия как раз-таки привлекает людей, я думаю, наверное, так. Я также не ожидала, что роман будет переводиться на другие языки. Более того, я считала, что, наоборот, это совершенно такой внутренний текст для чтения только в России, только теми, кто понимает, что такое раскулачивание, теми, кто разбирается в этой теме. И для меня было большим сюрпризом, что они хотели переводить в других странах, в очень далеких от нас странах, скажем, в Китае, в Иране, в Америке, в Финляндии, в Швеции. И я объясняю это также тем, что, наверное, человеческая история была все-таки понятна, близка, может быть, тем, кто читал роман за рубежом. Очень надеюсь, что он там будет понят, что он там будет принят. Ну вот только-только вышли переводные версии. Вот сейчас вышла несколько недель назад версия в Финляндии, это было в конце октября, на Хельсинском книжной ярмарке я представляла финский перевод. И на встречах с читателями, их было несколько, и в книжных магазинах, и на самой ярмарке приходили не только финские татары, их там очень много на самом деле, но приходили и сами финны, и интересовались, так что вот я, конечно, жму кулачки, чтобы эта история была понята там, за рубежом. Там посетитель сейчас уже готов перевод, и скоро будет напечатана немецкая версия. В феврале, в конце февраля в Швейцарии будут дни русской литературы, куда я тоже еду, приглашена, и там я буду представлять как раз немецкий перевод. И он появится в конце февраля в магазинах в Швейцарии и в Германии, естественно, тоже. Уже вышел сербский перевод, есть в магазинах, появится вот голландский перевод. И скоро, где-то в апреле, наверное, ожидается перевод на фарси, что он уже выйдет в виде книги. Хотят его сделать в Тегеранской книжной ярмарке, которая проходит у них в конце апреля каждый год. И для меня, конечно, это тоже была совершенно отдельная история, знакомство с переводчиком, которая переводила на персидский. И, как выяснилось, очень много общего у наших языков, татарского и персидского. Может быть, поэтому они захотели переводить роман. К примеру, такие слова, которые в тексте для русского читателя выглядят очень экзотично, непонятно иногда. Тастамау, Бишура, Чаршау. Эти слова оказалось, что в таком же виде есть в персидском языке, представляете? То есть означают они или то же самое, скажем, тастамау точно такое же полотенце, как в татарском, или смысл слова немножко сдвинут. То есть чаршау — это не занавеска сейчас уже, а это некий вид паранджи. То есть раньше это была в древнеперсидском занавеска, а сейчас это паранджа в фарси. Вот, поэтому выяснилось, что очень много общего у наших языков, и, конечно, мифология общая, все Пери, Аждаха, Юха, все, что упомянуто в тексте, это все для них родное. Также легенда, сюжетообразующая, легенда о Юсуфе и Зулейхе. Персы считают ее своей легендой, поэтому надеюсь, что они найдут многие близкие моменты в тексте романа. Qasırlar tildə tərcümə edilsə də tatar sözləri bulub qalayından deyilmi? Kulmək, qarurman sözləri? Не всегда. Мы это решаем в каждом отдельном случае, индивидуально с переводчиком. Кто-то, как, например, финны, решают полностью оставить текст с татарскими словами. Более того, финны посчитали, что тот словарь, который есть в конце, у нас там татарско-русский, что он излишний, что его нужно убрать, и они его убрали. То есть финская версия вышла без словарика. Действительно, читая текст, в общем, текст составлен так, что слова не требуют перевода дополнительного.
и в финской версии все татарские слова остались. А, скажем, в английской версии переводчик и издатель, они посчитали, что настолько густой национальный колорит в первых главах, что он и так будет для английского читателя, для американского читателя очень ярким, густым и, может быть, сложноватым. Поэтому татарские слова в английской версии решено было убрать, чтобы не утомить читателей и сделать понимание, вход в историю легче. Siz немец тілін білгенге көре немец тілінде переводның тәржімені өзіңізде бейілі алғансыз деймі? Да, конечно, я могу прочитать, но я не читала сам перевод. В общем-то, я не хотела этого, я полагаюсь на переводчика. Мы с ним работали и тщательно работали, поэтому я надеюсь, что перевод получился хорошим. Güzel, siz Tatarca bilesiz deyip bilemeydi, bütün ömrümde. Sizin Tatarlık, tanrılarınız, şecereniz turunda ne derecede bilesiz? Neçe bunga kadar bilesiz? Да, мне очень повезло с родителями, потому что они у меня из немножко разных семей. Мама моя такого крепкого деревенского корня, и эти корни, они в селе Богатые Сады. И все, что я знаю о татарской деревне, я знаю как раз-таки из уст мамы, бабушки, больше дедушки, то есть ее предков. Что касается папы, то он из казахских татар, и эту ветку папину мы проследили до 1804 года. То есть мы знаем нашу родословную до начала XIX века. Больше того, мы для Москвы, для нашего ребенка, вот у меня есть дочка, я рассказываю, 12 лет сейчас, сделали такое родословное дерево и повесили на стену на большом куске ватмана. И там есть линия мужа моего, он русский, из Петербурга, но в его ветке тоже очень много разных интересных людей из очень разных мест, из Белоруссии, из Забайкалья, то есть тоже там богатая такая ветка. А с моей стороны, все, что касается уже татарских корней. И эта родословная у нас сделана с фотографиями. Это не просто имена и даты рождения и смерти, а это фотографии лица. Это совершенно потрясающее ощущение, когда вот на этой большой стене на тебя смотрят многие-многие лица, разные очень, и все они сходятся в твоем ребенке. Вот это вот, конечно, потрясающее чувство. Ну, договорю немножко о корнях своих, собственно. Вот основатель нашего рода, его звали Гайса Хаджи Мусин, он родился в 1804 году в Казани. Он был настоящий хаджа, он совершал хаджу Мекку. У нас есть даже его маленькая фотография в белой челме. Bu ekleziyanlar. Да. Ekleziyanlar kimler bulganlar? Там были крестьяне. Это был совершенно крестьянский род, который весь начался около, в Сабинском районе, вокруг богатых садов в разных деревнях. Güzel, siz Rus dili, Tatar yazıcıları bilen, başkaları bilen aralaşarsınız mı? Sizin nedir aralaşılar bilen Şam, Lidiyatullen, İldar, Ebu Zarif, onlar bilen nedir tanışlık var mı? Moskov'da neşik yaşıyor, Tatar yazıcıları. Мне сложно об этом рассказывать, потому что я не очень много и совсем не общаюсь с ними. В принципе, я человек, вошедший совсем недавно в это сообщество, я в нем буквально, полтора года от силы. Поэтому я знаю только тех немногих, с кем нам привелось вместе ездить в какие-то поездки уже профессиональные, встречаться с читателями, на выставки книжные. С татарскими писателями, живущими в Москве, я не знакома. Татар yazıcılarından kim sizde авторитет? В первую очередь, конечно, Габдулла Тукай. Могу сказать, что Габдулла Тукай висит у меня над рабочим столом. Потому что у меня есть в Москве рабочий стол и прекрасная гравюра, подаренная казанской художницей. Это Габдулла Тукай в свою последнюю весну. И это такой городской пейзаж, где есть и мечети, и кабаны, и чайки над ними, и афишные тумбы, а сбоку сам Габдулла Тукай.
Вот, скажем, такой портрет у меня висит над рабочим столом, и, конечно, для меня, как Дулатука, это №1, это тот, на чьих стихах мы выросли, точно так же, как и на стихах Пушкина, например. Так что я его назову в первую очередь. Şiiri yılların bir yılında Rusya Tatar dilinde. Ох, нет, не расскажу. Я читала их и на татарском, конечно, но потом на русском. Но здесь я не хотела бы как-то вот демонстрировать свои знания татарских стихов. Давайте мы лучше поговорим. Просто поговорим. Гомумән, язучылар dünyasında авторитет булган язучылар сезгә, татар гына түгел. Кемнең фикере, кемнең бәясе сезнең өчен бик әһәмиятле? Ну, если мы говорим о классике, то, наверное, для меня, конечно, самые важные имена — это Достоевский, это Пушкин, Набоков, Лесков. Если мы говорим о классике не российской, зарубежной, то в первую очередь Хемингуэй, Ремарк, Шекспир. Не могу не назвать мифы Древней Греции, которые я очень нежно люблю, и я ориентируюсь на них, начиная с самого раннего детства. Это одна из моих любимых книг. Что еще вам рассказать? Если мы говорим о современной российской прозе, то для меня, конечно, несомненные авторитеты — это в первую очередь Людмила Улицкая. И для меня было очень ценно и важно, что она прочитала одну из первых мой роман. Я даже не могла этого ожидать и написала рецензию на него. За это я ей чрезвычайно признательна. Конечно, для меня большой авторитет — это Евгений Водолазкин. Мне посчастливилось с ним познакомиться лично в одной из поездок, и оказалось, что он совершенно обаятельнейший человек, добавок к тому, что прекрасный писатель. У Евгения Водолазкина можно бесконечно учиться тому, как вообще можно владеть русским языком и как писать. Конечно, для меня очень интересно творчество Елены Чижовой, автора из Петербурга, чье «Время женщин», был у нее такой роман, в свое время меня просто поразил. Я в него была влюблена и сейчас влюблена тоже. Я очень люблю и ценю Алексея Иванова. Это автор из Перми, который не устает поражать всех, мне кажется, многогранностью своего таланта и широтой своих авторских интересов, потому что он пишет настолько разные вещи, и настолько разным языком он их пишет, что иногда просто удивляешься, ну, один и тот же человек ли это делает. И сейчас вот у него вышел буквально несколько месяцев назад очередной исторический роман «Тобол» про Петровскую Русь, и это очень интересное чтение, опять-таки, то есть тоже рекомендую, если кто интересуется историей, прочитать роман Алексея Иванова «Тобол». У Алексея Иванова я не устаю учиться такому творческому мужеству, когда он имеет смелость написать исторический роман, потом современный драматический роман, потом написать офисный роман с фантастическими элементами, потом опять написать исторический. То есть вот эта вот возможность очень так гибко как-то общаться с своим читателем и писать такие разные вещи, оставаясь интересным, ну, для меня это вот удивительно, конечно, я этому учусь. Sizga bir vaqtda da familiyangizni o'zgartirib psevdonim bilan chiqib turganda taqdimlar bo'lmadimi? Anglashimcha yozuvchilar va nashriyat o'zi taqdim etganingizdir ismlar o'zgartirib psevdonimlar qo'yilgan. Ну, вы знаете, я думала о том, что, может быть, действительно издать роман под псевдонимом, но мне показалось, что это будет честно, писать под своим именем. Это же я написала, поэтому скрываться за чьим-то другим именем я не стала. Mana Boshqirdlar Züleyxani Quyalarida, mana Boshqird davlat teatri. Qachonroq kutasiz bu premyerani ham tub rolda kimlar o'ynaysin, sizni bilan kengashishacaklarmi artistlarni saylov bo'yicha? Да, действительно, Башкирский театр драмы имени Мажита Гафури приступил к работе над Зулейхой. Они хотят сделать постановку к осени 17 года, то есть уже в этом году получается.
И я очень надеюсь, что все это состоится. Я была вот как раз недавно в Уфе и встречалась не только с читателями романа, встречалась также и с актерским составом, мы с ними говорили о романе, обсуждали какие-то моменты, которые их интересовали. Со мной не будут согласовывать актеров, и это, в общем-то, не должно быть. Здесь, наоборот, мне кажется, что режиссер, замечательный, прекрасный Айрат Абушахманов, в любви к которому я не перестану признаваться, что он должен быть полностью свободен, и уже от него теперь зависит полностью от всех его решений творческих, как состоится постановка. Поэтому здесь я просто передаю ему права, и так как я ему доверяю, то с волнением жду того, что получится, и приду на спектакль как зритель, наверное, не зная ничего о том, что я увижу. Наверное, так. Зüleyxa Olşun'dan da Tatar xatını olarak icat edildi. Eller umumen xatın kız obrazı. Da xatın kız obrazı alındı mı? Buna türlüçe cevap, bu sorular köp kırıyandıradı sizge. Cevaplar türlüçerek buldu ki böyle Tatar idi mi Züleyxa? Мы говорим о романе, да? Не о постановке Айрата Абушахманова, а о романе. Ну, в романе мне хотелось написать историю сначала национальную, которая начиналась бы как национальная, а потом из национальной перерастала бы в наднациональную. Поэтому, конечно, по большому счету, если говорить обо всем романе, то я писала о женщине, просто о женщине, которая сначала живет в таком архаичном мире, а потом постепенно из него перемещается в мир современности. Я писала о женщине без привязки к национальности какой-то, ну, о женщине с большой буквы хотелось написать, о том, как я ее понимаю. Sonuç soru, siz birinci şiratta emin mi? Yazışını, siz kızınızın yılışına barır idiniz mi birinci şiratta bir vakit olsa? Eller yazışı olarak özünüzge kerekli şuraşuğanı. Ну, мне кажется, что писать можно только тогда, когда у тебя все хорошо в семье, поэтому, конечно, в первую очередь, наверное, я мама. И при выборе, куда идти, я пойду, конечно, туда, куда нужно моему ребенку. Другое дело, что две эти ипостаси, материнская и какая-то своя профессиональная, творческая, они совершенно спокойно могут совмещаться. И здесь я очень признательна своей семье и своей дочке, и своему мужу, что они приняли меня вот в этой новой роли.